В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. С 1 по 30 апреля 2022 года пройдет традиционный месячник охраны труда. Он проводится в целях усиления работы по улучшению условий и охраны труда работников, сокращению несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве, пропаганды и информирования в области охраны труда на территории региона. Как будет организован в этом году месячник, расскажет гостья студии Альбина Трубина, заместитель министра труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Альбина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. В начале нашей беседы хочется спросить, с какими целями проходит месячник труда и кто участвует в его проведении? Месячник охраны труда у нас проводится с 1 по 30 апреля и приурочен к Всемирному дню охраны труда, который отмечается 28 апреля ежегодно. Этот день он инициирован Международной организацией труда и направлен на привлечение внимания общественности на вопросы охраны труда, на снижение недопущения производственного травматизма на рабочих местах, снижение профессиональной заболеваемости работников, и, соответственно, конечно, пропаганда культуры безопасного труда. В месячник у нас будет проведено ряд мероприятий в республике. Это как и семинары для органов исполнительной власти республики, органов местного самоуправления, для организаций, предприятий различных форм собственности. Это и обучающие семинары в связи с нововведением в трудовом законодательстве по охране труда, которые наступили в силу с 1 марта 2022 года. Также будут проведены внеплановые инструктажи, обучение на рабочих местах конкретно, специалистов по охране труда. Будут проведены на местах в организациях проверка знаний по охране труда, проверки техники безопасности. Будут также проведены обучения, допустим, по оказанию первой помощи на рабочем месте. И, соответственно, конечно же, для пропаганды именно культуры безопасного труда будут проведены также и конкурсы между организациями, между структурными подразделениями. Это и на методические материалы, и вообще получается их презентация, и сами инструкции составления, знания также, опять же, работников, специалистов по охране труда. И, соответственно, все эти мероприятия в итоге направлены прежде всего на обеспечение безопасных условий труда на рабочем месте. А какие изменения произошли в трудовом законодательстве в области охраны труда в текущем году? С 1 марта 2022 года внесены очень значительные изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации, в трудовое законодательство по охране труда. Переработан целый раздел по охране труда, и, соответственно, самое главное, что следует отметить, это прежде всего рискоориентированный подход. То есть основные принципы сформулированы по охране труда. Это, конечно же, прежде всего предупреждение, профилактика производственного травматизма. То есть, соответственно, сейчас введены такие понятия, как микротравма, то есть уже будет работодатель проводить мониторинг микротравм и фиксировать их. Соответственно, это делается прежде всего для чего? Для того, чтобы произвести все профилактические мероприятия, даже при получении микротравм, для того, чтобы уже избежать дальнейших последствий более серьезных на местах. Соответственно, должны быть внесены изменения в положение уже на рабочем месте. Каждый работодатель должен очень внимательно подойти сейчас к своим нормативным актам локальным и, соответственно, уже должен был уже привести в соответствие трудовому законодательству. Получается, сейчас уже оценка профессиональных рисков должна быть обеспечена, причем не только на тех рабочих местах, которые уже сегодня действуют, но и вновь вводимых рабочих местах. Соответственно, является, конечно, одним из основных мероприятий — это специальная оценка условий труда. Если ранее, например,
значит, нужно было проводить спецоценку один раз в 5 лет, да. Сейчас, значит, если, в принципе, условия являются оценены допустимыми, да, оптимальными или допустимыми, то они могут подлежать декларации, соответственно, уже продлеваться, да, бессрочно. Но, естественно, это только при тех условиях, если такие условия остаются, да, как бы постоянными. Но при этом, если какие-то изменения все-таки внесены, ну, допустим, даже тот же ремонт, да, допустим, произведен, да, или, значит, оборудование было заменено, соответственно, конечно, требуется уже проведение спецоценки и на таких тоже местах, да, на оптимальных и допустимых. Ну, конечно же, 3-4 класс — это вредные, опасные условия труда. Сейчас, кстати, если остановиться на опасных условиях труда, то в настоящее время, да, уже в новом трудовом законодательстве на вредных условиях, на опасных, вернее, условиях труда, значит, работодатель должен остановить, да, работу до устранения, значит, вот этих факторов, опасных факторов. И при этом работник сам тоже может, значит, при оценке, при том, что уже доказано, да, что факторы являются опасными, да, может остановить работу. Тогда работодатель должен сохранить заработную плату работнику, да, и либо перевести его на другую работу, да, с сохранением, опять же, заработной платы. Да. Соответственно, но это, конечно же, не касается, да, определенных видов работ, например, при чрезвычайных ситуациях, то есть перечень такой имеется, да, он утвержден на федеральном уровне. Ну и, соответственно, за исключением этих, ну, уже понятно, что априори опасных, да, условий, естественно, при нормальных условиях данная работа недопустима. А что делать работодателю для соблюдения всех законодательных нововведений в области охраны труда? Угу. Ну вот в предыдущем, да, ответе я уже затронула, да, немного, что прежде всего, конечно, нужно провести, да, ревизию своих нормативных актов, да, принятых в организации. То есть нужно, конечно, пересмотреть положение, да, по системе управления охраной труда. Если ее не было, конечно же, необходимо ее принять. Да. Все основные процедуры по мониторингу микротравм, по их фиксированию, да, обязательно должны быть в этом положении отражены. Да. То есть, конечно же, должны быть осмотрены рабочие места, да, отфиксированы их условия. Да. Если выявлены определенные, значит, факторы, да, то их необходимо, конечно же, устранить, да, прежде всего. Необходимо провести оценку профессиональных рисков, да, потому что, ну, не на всех рабочих местах, да, с учетом того, что мы проводим рабочую группу, да, в которой рассматриваем как раз-таки, да, несчастный случай на производстве, мы выявляем, да, что не всегда, конечно, работодатели, да, такое внимание особое уделяют. Ну, карта оценки рисков, например, существует, да, но при этом она уже давно устаревшая и не отвечает на сегодня, допустим, условиям работы, да, данного сотрудника. Поэтому это, конечно, необходимо сделать, и если даже это абсолютно, значит, новое рабочее место, все равно необходимо эту оценку профессиональных рисков произвести. Причем требуется прописать в положении, да, насколько регулярно, да, должны быть пересмотрены эти карты оценки рисков, профессиональных рисков, дабы избежать дальнейших серьезных последствий, да, на рабочих местах. Ну и, соответственно, необходимо, да, предусмотреть, то есть понимать, что на каждом рабочем месте, да, необходимо специальную оценку условий труда произвести. И, соответственно, если это все-таки 3 и 4 класс, да, то необходимо уже запланировать, предусмотреть, да, дальнейшую спецоценку, которая у нас должна производиться, да, регулярно, там, один раз в течение 5 лет, как я уже говорила. Да. И если это все-таки оптимальные допустимые, то есть это 1 и 2 класс, то тоже необходимо, значит, произвести анализ. Возможно, были изменены условия, и все-таки требуется уже сегодня провести эту спецоценку. Альбина Владимировна, расскажите о наиболее заметных итогах работы в области охраны труда за 2021 год и поделитесь планами на 2022. Угу. Ну, в Республике Саха-Якутия у нас действует комплексная программа мероприятий, да, направленная на улучшение условий охраны труда. Она у нас действует как раз-таки вот по 2022 год, да, то есть она была принята на 3 года на период. То есть в этом году мы будем уже разрабатывать на следующий период.
Эта комплексная программа, она прежде всего направлена на снижение производственного травматизма на рабочих местах, на снижение профессиональной заболеваемости, на охват, да, спецоценка условий труда. Мы стремимся, да, охватить уже все рабочие места, которые у нас существуют, действуют в Республике Саха-Якутия. Соответственно, проводится в рамках этой комплексной программы мониторинг по показателям, да, производственного травматизма по отраслям. Также анализ причин, да, проводится, и, соответственно, вырабатываются мероприятия по устранению, да, данных причин и сокращению производственного травматизма на местах. Получается, эта комплексная программа являются соисполнителями как органы исполнительной власти республики, так и органы местного самоуправления. Кроме того, крупные работодатели также являются соисполнителями этой программы. Фонд социального страхования, да, Федерация профсоюзов Республики Саха-Якутия. И, соответственно, вот такой вот у нас получается, скажем, такое взаимодействие, да, эффективное, оно все-таки направлено прежде всего, да, конкретно на человека, на работника, да, и на улучшение его условий и, соответственно, обеспечение безопасности, да, на рабочем месте. Значит, в 2021 году, по итогам 2021 года у нас уже охвачено практически 90%, да, всех рабочих мест специальная оценка условий труда. Это порядка более 160 тысяч работников. И, соответственно, мы будем двигаться, конечно, дальше, да, и достигать уже 100% охвата. Спецоценка условий труда — это является одним из таких эффективных и важнейших мероприятий, да, для оценки самих условий, да, и дальнейших действий, да, получается, дальнейших мероприятий по устранению опасных для жизни факторов, да, опасных для здоровья факторов. Соответственно, также в республике у нас действует межведомственная комиссия по охране труда, где рассматриваются основные вопросы по охране труда. Действует ее рабочая группа, да, ну, более регулярно, скажем так, более оперативно. Рассматриваются все несчастные случаи на производстве, которые были допущены с участием руководителей этих предприятий. Да. Значит, разбираются эти случаи, почему такое случилось, да, какие причины, да, и что необходимо предпринять, чтобы этого избежать в дальнейшем. Причем, ну, не только конкретно в этой организации, а уже такие мероприятия, которые распространяются уже на всех, да, на всех работодателей. Соответственно, это является, конечно, превентивной, да, мерой, то есть для профилактики и предупреждения производственного травматизма на рабочих местах в республике. Понятно, что в основном, да, основная часть несчастных случаев на производстве происходит в отрасли добычи полезных ископаемых, транспорта, строительства. Да. Ну, это, с одной стороны, обусловлено, конечно, да, вот спецификой деятельности, но при этом это, конечно, не умаляет, да, ответственность работодателя по обеспечению условий, безопасных условий и соблюдения техники безопасности самими работниками. Потому что такое бывает, конечно, что кроме причин неудовлетворительной организации работы со стороны работодателя, да, есть, конечно, неприменение средств индивидуальной защиты или коллективной защиты самими работниками. Поэтому, кстати говоря, вот в законодательстве сейчас предусмотрена также ответственность работника по неприменению, да, средств индивидуальной защиты. Альбина Владимировна, спасибо вам большое, что пришли и так подробно ответили на все наши вопросы. Благодарю вас. Спасибо. Я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.